Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатульна, о главном к этому часу. Весь мир сегодня потрясен гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси и других официальных лиц, которые были с ним в вертолете. Соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Аятолле Али Хаминеи выразил Владимир Путин. Слова сочувствия иранскому народу направил Рустам Минниханов. В здании Генконсульства Ирана в Казани сегодня открыли мемориал. Здесь разместили фотографии и траурные венки, зажгли свечи. Почтить память погибших пришли генконсул Давуд Мирзахани, министры и депутаты Госсовета, иранцы, студенты КФУ. Татарстан с Ираном связывают не только тесные дружеские отношения, но и многовековая история. С давних пор нас соединял Великий Шелковый путь. В этом году Ибрахим Раиси должен был снова посетить Татарстан. У здания Генконсульства Ирана в Казани приспущен флаг страны. Рядом мемориал в память о погибших президенте Ибрахиме Раиси, министре иностранных дел Хосейне Амире Абдуллахиане и других официальных лиц. Весь день сюда несут цветы. К мемориалу сегодня пришли министр промышленности и торговли Республики Олег Коробченко, руководитель агентства инвестиционного развития Талия Миннулина, заместитель председателя Госсовета Юрий Камалтынов и депутаты парламента. Все они выразили слова соболезнования иранскому народу. Благодарю всех, кто выражает соболезнования. Это большая потеря для нас. Мы потеряли людей, которые активно работали на взаимодействие России и Ирана. У господина Раиси было особенное отношение к Татарстану. В последние годы Россия и Иран существенно сблизились, говорит Олег Коробченко. Это большая потеря не только для Ирана, но для России в целом и в частности для Татарстана. Господин Раиси был хорошим другом нашего Рустама Нургалеевича. И самое главное, он с большой любовью относился к взаимоотношениям России и Ирана. Возложить цветы пришли и иранские студенты. Сегодня в Татарстане обучается 2500 ребят из Исламской Республики. Он был очень уважаемым человеком. Мы все сегодня скорбим. Мы сейчас за 1000 километров от нашей родины, но многие наши студенты пришли сюда почтить память Ибрахима Раиси. Но при того, как президент, он был хорошим человеком. И все, что вчера произошло в Иране, это для нас было неожиданно. Это огромная утрата для иранского общества, утрата наша сильная, хороший человек. Светлая память Ибрахима Раиси всегда остается на нашей памяти. Скорбит вместе с иранским народом вся Россия. Соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Аятолле Али Хаминеи выразил Владимир Путин. Он отметил, Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Как настоящий друг России, он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами. Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования близким Раиси, главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдуллахиана и всему иранскому народу. Слова соболезнования выразил Рустам Минниханов. Это огромная и невосполнимая утрата для иранского общества, для всех друзей Ирана во всем мире. Я благодарен судьбе за то, что лично знал господина Раиси. Он уделял большое внимание развитию Татарстана и иранского сотрудничества, говорится в письме. Последняя встреча Рустама Минниханова с Ибрахимом Раиси состоялась в феврале этого года. Она прошла в Иране. Президент Исламской Республики с теплотой вспоминал визит в Татарстан в 2018 году и выразил готовность вновь посетить наш регион. Планировал принять участие в мероприятиях БРИКС осенью этого года в Казани. С 1 января Иран стал официальным членом организации. Как стало известно, исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана сегодня назначен Али Багири. На прошлой неделе он был в Казани и участвовал в Международном экономическом форуме. В прошедшую пятницу с ним встречался Рустам Минниханов. Вчера произошла страшная трагедия. У нас на самом деле очень большая делегация со стороны Ирана была заявлена, но они в силу объективных обстоятельств возвращаются на родину. О личности Ибрахима Раиси говорит и то, что его вспоминают сегодня по всей нашей стране. На Всероссийском библиотечном конгрессе министр культуры Татарстана рассказала о его вкладе в труды многих исламоведов. Так Рустам Минниханов познакомился с Ибрахимом Раиси в исторической библиотеке Астан Кудс-Розави, где хранятся собрания рукописей исламских реликвий. Список путешествия Ибн Фадвана, сохранившийся до наших дней. Благодаря Ибрахиму Раиси многие ученые смогли поработать с этими текстами и получить этот текст в общем, полном объеме.
Память президента Ирана и погибших вместе с ним официальных лиц почтили минутой молчания. Вероника Гайнудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань. Сегодня по инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор Рустама Минниханова и национального лидера, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Он поблагодарил руководство Татарстана за теплый прием туркменской делегации на Казань-форуме. Гурбангулы Бердымухамедов дал высокую оценку его проведению, отметив, участие многочисленных представителей государственных, религиозных и деловых кругов свидетельствует о возрастающем интересе к Татарстану как связующему звену России с исламским миром. Рустам Минниханов поблагодарил руководство Туркменистана за представительную делегацию и организацию стенда на выставке Russia Halal Expo. Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов лично участвовал в работе форума. Торжественная кульминация Казань-форума уже по доброй традиции состоялась на земле древнего Болгара. 20 тысяч человек, гостей форума и верующих со всего мира собрал Изге Болгаржиене, праздник, посвященный официальному принятию ислама в Волжской Болгарии. В этом году 1102-летие. На этот раз здесь сразу два нововведения. Открытая молитва покаяния, которую раньше совершали только имамы. И в честь года семьи в России в Болгаре разыграли путевки для семей в хадж. Да и сам праздник стал носить еще более объединяющий характер. Почему, расскажет Рамиль Шайдулин. Раз в год на священную землю древнего Болгара съезжаются десятки тысяч гостей, преодолевают огромные расстояния, чтобы прикоснуться к месту, где их предки принимали ислам. Мы в первый раз вроде спрашиваешь, просишь Аллаха. Многие приехали с семьями. По левую руку от Ришата Ялаева супруга и дочь, на руках маленький сын. Детям прививаем, чтобы они более правильно росли, почитали старших, знали, кто такой Всевышний. В этот день на земле Болгара не прекращаются торжественные песнопения. В них все – и любовь ко Всевышнему, и любовь к родному краю. Так же, как и более 1100 лет тому назад, вера и родина неотделимы друг от друга. 1102 года назад наши предки приняли эту религию, и она живет. Мы все патриоты нашей Родины. Кто бы ты по национальности не был, кто бы ты, какую бы религию ты ни исповедовал, это наша земля, это наша страна. Всем вам огромное спасибо, что вы сегодня вместе с нами. Гостей праздника приветствует руководство республики. Рустам Минниханов передает слово Минтимеру Шаймиеву. По его инициативе воссоздан древний Болгар. Он отмечает, получилось, как в татарской поговорке: начатое дело значит завершенное. Болгар шәһәрендә хәзерге вакытта әле башка төбәкләрдә эшләр алып барабыз. Гомумән укыту мәсьәләләрендә дә бигрәк тә инде динне алга сөрергә. Рядом с руководством республики духовенство, как мусульманское, так и православное. Ел сайын. Каждый год здесь мы празднуем День принятия ислама нашими предками. С теплотой принимаем наших многочисленных гостей, славим Всевышнего, совершаем намаз в соборной мечети. И рядом с ее полумесяцем видим русский православный крест. И знаем, что чем крепче два этих столпа дружбы и родственного отношения друг к другу, тем крепче будет и наша страна, и наша вера. По случаю праздника на татарский перешел и митрополит Кирилл. Вот сегодня много говорится о том, как многое нас соединяет. Я хотел бы также вспомнить о том, что ведь священный месяц Рамадан, он всегда совпадает с Великим постом. А праздник здесь, в Болгарах, всегда совпадает с праздником, священным праздником нашей Пасхи. Слово берет Талгат Таджуддин. Первый Изге Болгаржиена по его инициативе был проведен в 1989 году. Эти большие добрые дела продолжают давать свои плоды. Достаточно было побывать на пленарном заседании группы «Россия. Исламский мир». Там были представители 85 стран всего исламского мира, и именно Татарстан вносит большой вклад в дружбу между Россией и исламскими странами, и не только исламскими. География и вправду впечатляет. В Болгаре гости почти со всей России и десятков стран исламского мира.
Мы из Бангладеша, здесь же гости из Индии, Анголы и других стран. Это настоящий микс из разных культур, и это здорово. Для нас, конечно, это очень интересно, потому что видеть там, откуда ислам начался развиваться по всей России, это немаловажно. Гости отмечают, это земля, которая притягивает. Наверное, это мы знаем, что исторический факт, в 922 году булгарское ханство приняли ислам. Поэтому это привлекает, и это мы должны от чего-то исходить. В давние времена Болгар был, соответственно, центром ханства, объединяющим. И сегодня также консолидирующая составляющая этого, она в этом и является, когда и малый, и старый вместе с внуками, с детьми, родители, семьями, они преклоняются и к Аллаху. Многие из гостей в этом году попали и на самую сакральную церемонию праздника. А в этом году Тауба намаз, или что можно перевести как молитву покаяния, впервые проводят не только имамы. К ним присоединяются многочисленные верующие. Можно посмотреть и увидеть, сколько здесь желающих. Ради этого даже выбрано особое место — территория у малого минарета и ханской усыпальницы. И не случайно место это очень почитаемо. По преданию, здесь покоятся святые. Сам пророк каждый день совершал покаяние 100 раз. Он покаялся 100 раз в день. И мы тоже должны каждое время, каждый час, каждую минуту покаяться. Главное же событие — коллективный намаз. Руководство Татарстана, духовенство и верующие совершают его у соборной мечети. Давай мне. Впервые на Изге Болгаржиины разыграли 3 путевки в хадж. В год семьи эту акцию провели для семейных пар. Одну из путевок выиграла семья Бургановых из Тетюш, 2 другие — семья Баби и семья Шайдулиных из Казани. Шайдулины на празднике впервые, в хадже уже были. Мы и в хадже делали 2, чтобы мы смогли почаще еще посетить эти места. И вот Аллах дал такую возможность, мы очень рады. Впервые в Древнем Болгаре открылась выставка, посвященная жизни известного татарского просветителя Ризаэддина Фахриддина. В 20-е годы прошлого века он был муфтием России и вице-президентом Всемирного конгресса мусульман в Мекке. Это он подписал с королем Саудовской Аравии дипломатическое соглашение о сотрудничестве от лица Советской России. Вообще внес вклад в развитие еще самого мусульманского мира. А эти спортсмены вносят вклад в популяризацию национальной борьбы крэш. Более 100 батыров из 17 стран собрались на международный чемпионат. Сильнейшим стал татарстанец Радик Салахов. После победного броска Рустам Минниханов вручил ему ключи от автомобиля «Лада Гранта». Световое вручение главного приза. Это священная земля наших прадедов, поэтому я очень рад здесь бороться. Изге Болгаржиины собрал больше 20 тысяч гостей, объединив весь исламский мир. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, ТНВ, Болгар. Сегодня по всей России в школах прошли антитеррористические учения. Отрабатывали 2 сценария: вооруженное нападение и обнаружение взрывного устройства. В нашей республике были задействованы ученики и коллективы 3000 образовательных учреждений. Порядка 1000 детей прошли учения в Казанском 186-м лицее. Репортаж Алены Струменской. Добрый день. На территорию 186-го лицея пытается зайти мужчина. По сценарию учения документов при нем нет. Одет подозрительно, маска на лице и портфель за спиной. Он просит охрану пропустить школу, чтобы передать младшему брату вещи, но ему отказывают. Злоумышленник выламывает калитку и забегает на территорию. В это время охранник нажимает тревожную кнопку. А ЧП узнают на других постах, в экстренных службах и в школе. Директор дает указания по громкоговорителю. Учителя и ученики баррикадируются в классах. В течение 2 минут на место приезжают росгвардейцы. Сегодня в рамках поручения Министерства просвещения Российской Федерации мы проводим комплексные учения во всех школах Республики Татарстан с целью взаимодействия всех служб, специальных служб, самих обучающихся и обязательно, конечно, для проверки материально-технической защищенности в образовательных учреждениях. Злоумышленник задержан, но выясняется, что он оставил свой рюкзак на дверях школы. Предположительно, в нем взрывное устройство. Это 2-й сценарий сегодняшних учений. На место выезжают кинологи. Собаки находят взрывчатку и начинается эвакуация детей. На месте преступления одновременно работали сразу несколько специальных служб. Это ОМОН, МЧС, Росгвардия, саперы и Следственный комитет. Сейчас портфель со взрывным устройством обезвредили
обезвредили и увезли на территорию школы, вновь запустили детей. Все дети, они уже тренированы. Мы проводим регулярно тренировки, поэтому все дети спокойно вышли. В здании никого не осталось. Эвакуацию провели за 2 минуты 40 секунд. Все успешно справились с заданием сегодня. Все живы, здоровы. Будем надеяться, что такого у нас никогда не случится. Подобные учения прошли сегодня по всей стране. В Татарстане участие в них приняли более 3000 школ и 600 тысяч человек. Алена Струминская, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Низкая арендная плата, льготные кредиты, субсидии и гранты. Чтобы открыть собственный бизнес на селе, существует несколько десятков федеральных и республиканских программ. Однако фермеры о них либо не знают, либо не пользуются. Фарид Мухаммедшин сегодня призвал сельчан активнее использовать меры господдержки. В Апастово прошло совещание по повышению деловой активности. Какие выгодные условия предлагает Татарстан для самозанятых, знает Ирина Васильева. Для населения тоже много выращиваем. Огурцы, томаты, капусту. Лилия Зайнуллина 23 года выращивает овощи и цветы на продажу. Есть свой тепличный комплекс. Купить помогло государство. На грант выиграли теплицу. 3 миллиона безвозвратных денег получили. И из Минсельхоза каждый год получаем субсидии на закрытый грунт. В республике поддерживают предпринимателей, и наш глава всегда спрашивает, вам что-то надо, где-то нужно помочь. Сегодня тепличное хозяйство Зайнуллиных осмотрел Фарид Мухаммедшин. Председателю Госсовета рассказали, на площади в 6 гектаров трудится 70 человек. Условия труда хорошие. Своевременно зарплату мы получаем. Я когда пришла, вот здесь вот эти теплицы только выращивали тюльпаны. Это где-то мало было. Объем маленький был. Томаты, огурцы, баклажаны, арбузы и дыни. Овощи и фрукты пользуются спросом не только в Татарстане. Идут поставки в Ижевск, Тюмень, Дмитровград и Ульяновск. В топе популярности и цветы. Вот я Жене купил самые красивые цветы. Очень большой ассортимент. Здесь мы все время заезжаем нормально. Да. Ну и цены более-менее нормальные. Благодаря федеральной и республиканской поддержке только в Апастово открыли мебельную и автомобильные мастерские, склады для хранения зерна и птицефабрики. Ильсия Сибгатуллина пришла в бизнес 2 года назад. Готовят на заказ десерты. По социальному контракту получила 350 тысяч рублей. Это большая помощь от государства. Я смогла приобрести всю технику, которая мне нужна. О поддержке бизнеса на селе говорили уже на совещании. Льготные кредиты, субсидии на содержание КРС, а также на сохранение дойного стада. Форм поддержки десятки, но о механизмах знают не все, подчеркнул Фарид Мухаммедшин. Не умеем своевременно подготовить документы и обратиться участвовать в этих проектах. Вот задача после сегодняшней встречи еще раз проанализировать эту ситуацию. Все программы главы перед собой положите, федеральные, республиканские. Как вы там участвуете? Сколько денег смогли привлечь? В Апастовском районе за 4 года количество самозанятых увеличилось в 2 раза. Сейчас их 1300. Работают 503 МСП. В этом году здесь начал реализовываться пилотный проект «Деревня живет». Более 300 сельчан обучили основам предпринимательства. Результаты данных обучения на сегодняшний день 2 кооператива подают заявки на участие в программе как начинающие кооператоры. 2 ЛПХ подготовлен документ на участие в программе «Агростартап». Популярная программа у сельчан – строительство мини-ферм. За 9 лет фермеры получили субсидии на 700 миллионов рублей. Однако, несмотря на поддержку, идет снижение численности поголовья КРС. Все эти годы Дрожановский район был на 3-м месте по численности поголовья после Балтасия и Арска. И в течение 1 года упали сразу на 20%. Считаем, что район серьезно недорабатывает в работе с своим населением. На этой неделе такие встречи пройдут в Балтасинском, Бавлинском и Агрызском районах. Ирина Васильева, Адель Миндубаев, ТНВ, Апастовский район. Бизнес-форум «Код лидерства» впервые прошел в Нижнекамске. Это самое крупное бизнес-событие в истории города, где известные российские эксперты делятся опытом. Здесь предприниматели черпают новые идеи и меняют мышление. «Код лидерства» – это проект программы социальных инвестиций компании «Сибур. Формула хороших дел». Это история не только о том, чтобы отбросить бизнес и начать заниматься жизнью. За новыми знаниями и вдохновением из разных городов России сюда приехали почти 400 предпринимателей. «Код лидерства» – это первый крупный бизнес-форум в истории Нижнекамска. Форумы, они позволяют под другим углом посмотреть на свой проект,
особенно если у тебя несколько проектов. На форуме можно получить какие-то ответы на свои вопросы и понять, как решить какую-то проблемку свою небольшую. Главная цель форума – помочь малому и среднему бизнесу, а также крупным предприятиям в продвижении бизнеса. В этом им помогут топовые эксперты – Борис Альхимович, Жанна Хигай, Петр Губанов и Марсель Зиганшин. Важно всегда учиться, всегда получать новые знания. И для предпринимателей любых, я думаю, прекрасная возможность, потому что все меняется, все постоянно что-то происходит новое, появляется новое. Опыт других предпринимателей очень важен. В первый день форума участники узнали, как конкурировать с бизнес-гигантами, взаимодействовать с налоговой, открыть и развить собственное дело и многое другое. Для второго дня организаторы выбрали такой формат, как воркшоп. Он позволяет в небольших группах, в разных форматах, более камерно общаться со спикерами, задавать больше вопросов, больше интерактива. И на второй день мы включили в программу дискуссию про бизнес-литературу, про кино, которые меняют предпринимательское сознание. Код лидерства – это проект программы социальных инвестиций компании «Сибур. Формула хороших дел». Он об улучшении городской среды с помощью развития сферы услуг и бизнеса. Мы, как крупный бизнес и работодатель, хотим, чтобы наши сотрудники комфортно себя чувствовали на своих рабочих местах на предприятии, но в то же время мы хотим, чтобы они жили в комфортных условиях, чтобы повышался уровень их благосостояния, чтобы они хотели жить в городе Нижнекамске. Я надеюсь, что после этого форума в наше управление даже от предпринимателей поступят такие мелкие запросы, чтобы делать какие-то местечковые, такие человек на 20-50, свои форумы. Я уверен, что это даст огромный толчок, во-первых, веры к тому, что эти форумы нужны. Первый в истории Нижнекамска бизнес-форум доказал, предпринимателям такие встречи полезны. Не исключено, что код лидерства будут проводить каждый год. Алена Струминская, Александр Лобанов, ТНВ, Нижнекамск. В это воскресенье в селе Никольское Лайшевского района пройдет русский народный праздник «Каравон». С 10 утра до 8 вечера будут работать около 20 площадок. Хороводная поляна, ярмарочные ряды, парк старинных деревянных аттракционов. В этом году увеличат количество представленных народных ремесел. Гостей обучат гончарному мастерству, резьбе по дереву, плетению лаптей, изготовлению хлеба и многому другому. Кроме этого, появятся площадки с традиционными настольными играми, которые бытовали в дореволюционной России. Впервые в гастрономическом дворе пройдет презентация блюд русской кухни от известных поваров. На сцене выступят свыше 200 творческих коллективов со всей республики и других регионов. Специальными гостями станут фолк-группа «Атава Йо» и певица Татьяна Куртукова. Очень важно основную мысль и основную цель не забывать. Это любого национального праздника, любого направление нематериального культурного наследия – это довести до наших детей те ценности, которые у нас есть, которые мы храним. И именно они должны лечь в основу гражданственного патриотизма нашего, в основу любви к нашей родине, к нашей культуре. У нас есть планы по развитию каравона. Сейчас мы думаем над развитием русского подворья по типу этнографических музеев, которых, вы знаете, под открытым небом достаточно сейчас в России. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. До встречи в 21:30. Здравствуйте, исянмисыз. В Татарстане установились по-настоящему летние температуры, однако в предстоящие сутки местами пройдут дожди. Подробнее через пару секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в мае со скидкой 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкаф-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Балтасях, Арске, Зеленодольске будет переменная облачность, местами осадки. Температура днем плюс 22-23, ночью плюс 7-10 градусов. В Камском Устье, Дрожжаном и Апастово тоже облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура днем 23-25, ночью 9-12 градусов тепла. В Аксубаево, Мамадыше и Нурлатах тоже переменная облачность, дожди. Температура днем плюс 23-25, ночью плюс 10-12. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Мензелинске будет облачно с прояснениями, местами дожди. Днем 23-24, ночью 5-10 градусов тепла. В Альметьевске, Бавлах и Бугульме температура днем 23-25 градусов выше нуля, ночью 11-12. Здесь тоже переменная облачность и осадки в виде дождя.
Продажа квартир в жилом комплексе «Новые Горки» в строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой White Box в окружении Горкинско-Аметьевского парка и шаговой доступности метро «Горки». Узнайте подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2 677 677. Летние температуры обещают и в туристических городах республики. В Свияжске температура днем 23, ночью 10 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, дождей не ожидается. В Болгарах днем 24 градуса, ночью около 12 градусов выше 0. Здесь переменная облачность, местами дождь. В Елабуге температура плюс 24 градуса днем, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди, ночью 10 градусов тепла. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость. Только 20 мая в аптеках Farmland на санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани температура также будет высокая. Она составит 24 градуса тепла днем и 12 градусов тепла ночью. Будет переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Атмосферное давление 754 мм ртутного столба. Ветер северо-западный около 5 метров в секунду. Влажность 41%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Это все о погоде. Всего доброго.